Илюса Шарифьяновна Хоснетдинова, прожив 3 десятилетия своей жизни с семьей в Норильске, после выхода на пенсию вернулась в родные края. Если вернуться в прошлое, Илюса родом из деревни Тупеево. Родившись в многодетной семье, судьба бросает моего героя и в огонь, и в воду. О своей жизни она рассказывать не любит. Судьба привела ее в город Норильск. Вышла замуж, родила детей, именно здесь прошла ее жизнь. Когда и как спорт появился в ее жизни, об этом она рассказала нам сама. Пришла я после рождения 3-го ребенка, когда родила младшенького. То есть первого ребенка он у нас музыкант, доченька моя. Второй сыночка тоже музыкант, класс скрипки закончил учиться, но по музыке не пошел, то есть выбрал уже себе другое, то, что ему нравилось. А 3-го я поставила, конечно, на спорт уже в 4 годика. Он у меня пошел на гимнастику, акробатику и на лыжи. И вместе с ним я стала заниматься. Но еще что хочу сказать, мы работали ведь на предприятии в Норильске, промышленном районе, и в Норильске, там я прожила 35 лет с супругом. И благодаря, конечно, супругу, он у меня спортсмен, он меня поставил на лыжи, брал на тренировки, на соревнования, уже между предприятиями были соревнования. И вот так у меня началась спортивная жизнь, то есть я стала заниматься и азарт. А легкая атлетика – это, конечно, с детства. Мы все на физкультурах бегаем, занимаемся. И конечно, мне понравилось, как бегать. Мне нравилось, я или кого-то догоняю, или от кого-то убегаю. То есть это классно. В большой спорт я пришла как любитель среди ветеранов спорта, говорит Илюса Шарифьяновна. Скромную, но целеустремленную и безнадежно влюбленную в бег спортсменку стали приглашать на соревнования. С 2007 года она чемпион города по бегу на различные дистанции. В 2009 году она стала бронзовым призером кантри кросса на 7-х Всемирных играх по легкой атлетике в австралийском Сиднее. А в 2010 году на 17-м чемпионате Европы по легкой атлетике среди ветеранов спорта в Венгрии сразу была включена в список 10 лучших бегунов в 4 видах, в том числе заняла 4-е место в марафоне на дистанции 42 километра. Это всего лишь несколько ее крупных побед. Пошла в большой спорт, то есть как любитель. Я иду как спортсменка-любитель среди ветеранов спорта. И вот так шажками, то есть стала подниматься. Участвую, занимаю места, приглашают, стали приглашать. Москву потом пригласили на легкой атлетике, выступила за Норильск-Никель. Тогда сейчас Норникель, а тогда Норильский Никель был. За них выслала, тоже первые места стала занимать. А потом уже выше, уже стала на чемпионатах мира, Европы стала выступать. Первое мое выступление, это была Австралия. 2010 год. И я там выступила и получила бронзу. Это первая моя медаль, то есть за границей, я хочу сказать, первое мое выступление. Многочисленные дипломы и медали свидетельствуют о ее поездках и выступлениях во многих странах земного шара. Я была в Австралии, 2 раза в Италии, во Франции, Финляндии, Венгрии. Последний раз в прошлом году мы участвовали с мужем в Австрии по лыжным гонкам. Я рада своими результатами. Я хочу сказать, толчок мне дал, конечно, Австрия. То есть в каждой стране опыт набираешь. Опыт и это стимул. Ты уже с каждым... Результаты с возрастом, они не падают, а они наоборот. Еще больше опыта набираешься. Каждое соревнование, каждая и тренировка, каждый дает тебе результаты. То есть когда ты работаешь, когда ты тренируешься, конечно, есть результат. По словам Илюсы Шарифьяновны, в спорт она пришла только после 40 лет за сыном Робертом. Вместе с ним начала увлекаться спортом. Бег по утрам и вечерам, физические упражнения – все это начали входить в режим дня. А секрет больших успехов в спорте связан с тренером, говорит она, и называет самого важного человека, которого встретила в своей судьбе – своего любимого тренера. Да, я хочу сказать благодарна своему очень супругу, который везде меня поддерживает, везде. То есть он ведь спортсмен, вышла я замуж за него, и он
он занимался до этого, ну, и лыжами он занимался, борьбой занимался. Вот у него была борьба. Он и музыкальный тоже там чуть-чуть занимался по музыке, почему детей отдал. И вот благодаря ему, да, он меня везде поддерживал, какие-то мне подсказывал, что надо. Тренера был еще тренером, я вам сразу скажу, мой это ребенок младшенький Робика. Робика вот тоже мне толчок. То есть не то, что вот я могу детям, а именно дети иногда. Вот я с детей тоже брала как бы навык, то, что они мне подсказывали. Супруг Васил Фановеевич тоже родом из деревни Тупеево. Всю жизнь занимается спортом, лыжами, стрельбой, а самая огромная радость супругов – их дети Наиля, Ильнар, Роберт. Это те, кто приводит Илюсу к большим победам. Муж тоже, корни у него тоже из деревни Тупеева. У него папка, отец, а мама с Ингранова. Вот, то есть тоже как бы получается отсюда корни у него. Но он жил в Казахстане. Вот. Как вас соединила эта судьба? Я говорю, у каждого у нас своя судьба. Своя судьба. Первый кто-то свою половинку встречает просто неожиданно и на всю жизнь. Вот, на всю жизнь. Я говорю, в этой жизни, какая бы я ни была, какой бы ты ни был, ты мой, я твоя. Все, идем по одной дорожке до конца. Давай, говорю, так. Семья Хуснатдиновых – большой пример для молодых семей. Единой и дружной командой они шагают по жизни, поддерживая друг друга во всех начинаниях. То есть поддержка всегда нужна. Она дает толчок. И как вот, дети смотрят, муж, супруг, так, ты не должна бежать и выигрывать. И самое главное, поддержка близких. Да, близких. И то есть тоже вот, и когда ты уже на пьедестале, конечно, гордость, радость. То есть это мое, вот заслужило это все, это вот действительно все вкладываешь в себя, стараешься. Это любой спортсмен, который вот побеждает, он может понять, он может услышать и понять, и поддержать, конечно. Спорт – это огромный труд, терпение, сила, неиссякаемая энергия вам, Илюса Шарифьяновна. Больших побед! А илишевцы будут гордиться тем, что наша землячка еще много лет будет светить яркой звездой спортивной жизни мира.